Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего не изменить? Что с вами случится? Что случится в вашей жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, чему быть, чего не миновать, чего не изменить? Смотрите, во-первых, показано быть вам в паре и жить вам семьей в своем пространстве, в своем доме, либо в своей квартире. Здесь вот четко показано, что вы не одна, либо не один, что у вас прекрасная семья, семья, которая прям пронизана, либо окутана любовью, нежностью, заботой и доверием. Прекрасные гармоничные отношения, и вы в своем пространстве находитесь. То есть это ваш дом, либо это ваша квартира, то есть ваша жилая площадь. Не в чужом живете, там, не в аренде, не в примах, а именно живете в своем. То есть вы хозяйка, либо хозяин своего дома. Вот, это первое, что идет. Дальше. Здесь разобрать какую-то гору, какое-то возвышение. По камушкам будете разбирать. И, я так понимаю, справиться с теми проблемами, которые сейчас в вашей жизни. Вы не разом разбиваете эту гору, вы по камушку из нее вытаскиваете, и гора вот проседает и исчезает. Медленно, но уверенно вы разбираетесь со своими проблемами. Смотрите, какие-то камни вы передаете в другие руки, какие-то камни сами вот прям откидываете. Да? Возможно, на протяжении жизни, либо в разных ситуациях у вас будут разные варианты решения проблем. Кто-то будет помогать, либо вы сами будете справляться. То есть постепенно, методично вы эту гору разбираете. Вот именно по камушку разбираете. Дальше. Здесь какая-то смена гардероба. Ну, у кого-то в прямом смысле слова, да. Может быть, вы сейчас как-то одеваетесь скромненько, либо у вас нет возможности, да, приобретать какие-то вот хорошие вещи, там, красивые, качественные, может быть, там, дорогие, брендовые. Понятно, что у каждого свои проблемы. Ну, а у других смена гардероба отыграется как смена роли в жизни. То есть сейчас вы занимаете какую-то вот роль, ну, может быть, не ключевую, либо не самую знаковую, не самую видную. То есть, да, переодеться, стать другим человеком, либо выглядеть по-другому. То есть, смотрите, вижу, что вам это по судьбе. И вижу, что вы к этому идете, вы этого очень хотите. Да? Вы очень хотите, чтобы жизнь ваша поменялась, чтобы отношение к вам поменялось, чтобы выглядеть лучше, чтобы, может быть, больше пользы миру приносить, ну и себя раскрыть и реализовать. Да? Вы все разные. Будете переодеваться. Причем переодеваться вы будете как будто бы несколько раз на протяжении жизни, да, расти по карьере, либо там добиться успеха в карьере, потом раз там уйти в свой бизнес. И также, например, какую-то знаковую роль, либо должность занять, а потом, например, уйти там в общественную деятельность, либо в политику. Ну и, опять же, если мы говорим в прямом смысле об одежде, ну, в прямом смысле слова, то ваш доход, ваши возможности, они будут расти. То есть вы так потихонечку выходите, там, не знаю, там, на бренды, на люксы, может быть, даже на какой-то эксклюзив. Да, то есть можете себе уже позволить. Но опять же, еще раз говорю, эта отсыпка, она общая. У каждого свои проблемы, у каждого свои желания. Может быть, вы правда девушка, там, молодая, вам хочется красивых, ярких вещей, но финансы, бюджет не позволяет. Либо, в принципе, сложно приобрести. Да, ну а кто-то действительно хочет раскрыться, реализоваться и полностью себя вот в работе открыть. Вижу, что дважды будете переодеваться, еще дважды будете переодеваться.
То есть такие возможности дважды еще будут у вас в жизни. Даже нет, это не возможности, это уже конкретика, да. То есть вы переодеваетесь, дважды вы будете переодеваться. Так, здесь у меня женщина. Давайте так, опять же, вы все разные. Я вижу, что эта женщина вам портит, либо испортила жизнь. Мне почему-то кажется, что это какая-то вражда между женщинами и еще какое-то соперничество идет. Может быть, эта женщина испортила вам жизнь, увела мужа из семьи. Либо эта женщина ваша соперница, и из-за нее вы не можете быть с тем, кого вы любите. А может быть, эта женщина ваша свекровь, которая вот прям нервы вам трепет и вас просто вот сосвету сживает, да, постоянными придирками, настраивает против вас вашего же мужа родного, там, детей может настраивать. То есть как бы она испортила вам жизнь. Вот такая идет информация. Может быть, она вас там предала когда-то, подставила, да, и так может отыграться. Вижу, что эта женщина, несмотря на все вот эти ее происки, гадости, подлость, вы, во-первых, найдете в себе силы ее простить, вот простить и отпустить, да, забыть о ней. А у нее случится какой-то кризис. Либо он уже происходит и по нарастающей пойдет, либо вот одним моментом, как по голове ее ударят обухом, и все, пиши пропало. То есть с рук вот то зло, которое она вам причинила, у нее не сойдет. То есть она за это ответит, причем ответит жестко. А вы со своей стороны будете абсолютно равнодушны. То есть вы ее простите, забудете и как отпустите. Вот. А она жестко поплатится за то, что вам зло причинила. Сейчас, конечно, ваши силы не равны. Вижу, что она сильнее, вижу, что у нее там прям все хорошо на данный период. Но это ненадолго. Это ненадолго. Здесь справедливости быть. Справедливость будет восстановлена. Виновный человек свое наказание получает, свою кару получает. И это будет и при жизни, и после. Да? И в другом. В этом мире, и в другом мире. Прям такая у нее несчастная судьба. На самом-то деле. Да, она какое-то время пожила хорошо, но судьба очень несчастная и трагичная. То есть фаталом прям веет от нее. Вы не думайте, что она так и будет жить, поживать и горя не знать. Все еще придет, все еще будет. Это не пожелание, это то, что у нее на линии судьбы. Дальше какой-то переход, переезд, переход, перейти. Но такими переходами либо уровень жизни показывают, либо действительно вот переезд, такой глобальный переезд. Причем вот куда-то далеко, да, люди уезжают. Очень часто отыгрывается в практике как эмиграция. Перейти с одного уровня жизни на другой, либо переехать из худшего места в гораздо лучшее место. Переход дастся вам с трудом. То есть там нужно будет силы приложить, время потратить, понервничать, как говорится. Да, куда без этого. Но тем не менее, оно того стоит. И вижу, что вот этот переезд либо переход, он не от блажи в голове. Здесь какие-то будут экстренные обстоятельства, вот какая-то экстренная необходимость. Когда человек обрубает корни, там, собирает вот все, что может унести, и переезжает. Либо человек настолько уже погряз, да, в каких-то проблемах, бедах, неприятностях, и человек планочку срывает, человек говорит: все, я так не могу, я не хочу. Я хочу жить лучше, я буду жить лучше. И человек бросает все свои силы на то, чтобы улучшить свою жизнь, да, уровень жизни улучшить. Мои хорошие, вот в таком ключе информация. Так, справа мужчина на лошади, женщину. Женщину на лошадь приглашают. Он ее, вот как за руку берет и говорит: садись на коня, прокачу. У одних отыграется, что это помощь в карьере, помощь в работе, либо знакомство на работе с человеком, с кем вы будете в паре, с кем у вас будет любовь, счастье, мир, пир, добрые люди, да, с кем вы по жизни пройдете. И также могут быть моменты, когда мужчина, который вам по судьбе, с кем вы счастье обретете, он какой-то приезжий, да, скорее всего, иностранец, и вот он вас на лошадь на свою садит и увозит с собой в ту другую его жизнь. Да? Вы со своей вот прощаетесь, а едете с ним туда, где он живет. Опять же, отсыпка общая, вы все разные. Что есть, то есть, с правой стороны выходит. Вы долго будете об этом думать, вам сложно будет решиться, но опять же, здесь судьба подтолкнет.
Судьба просто вот подталкивает вас в объятия этого мужчины. То есть как деваться некуда, надо переезжать. Деваться некуда, нужно принимать помощь. Да, вот в таком ключе информация. Так, еще. Что-то вы прям с такой тяжестью, но с усилием из себя, вот как вырываете, от себя отрываете. Что-то такое, знаете, приставучее и как густая субстанция какая-то идет. Но опять же, в практике такое часто показывают в виде болезни, да, вот что это какая-то болезнь, какое-то заболевание, которое пагубно влияет на человека, на его жизнь и, возможно, даже как сокращает его жизнь, да. То есть какие-то плохие болячки, назовем их так, да, плохие диагнозы, страшные диагнозы. Ну, либо какая-то хроника, которая прям испоганила вам жизнь, да, все переполовинила. Вижу, что с трудом, но с силой вы от себя это отрываете. То есть если вы сейчас чем-то больны, какое-то состояние заболевания, то потратив время, потратив силы, вы от этой болячки, от этой болезни избавитесь. Вы ее от себя отрываете, вот силой отрываете. То есть, да, я знаю, что есть болезни, которые неизлечимы, но чудеса, они бывают, особенно если человек на чудеса настроен. И если человек все делает для того, чтобы это чудо произошло. Вижу, что будет тяжело, вижу, что будет непросто, но вы это сделаете. Вы от себя эту болячку оторвете. Так, еще кто-то найдется. Здесь именно человек найдется. Человек, с кем вы, ну, допустим, попрощались навсегда. Человек, о судьбе которого вам ничего не известно. Человек, с кем связи, вот ни общения, ни связи, никакой информации, вот прям тишина идет, тотальная тишина. Вот этот человек найдется. Причем найдется он каким путем? Он сам к вам придет. Либо он сам вас разыщет и к вам придет. То есть вы почему-то уверены, что вот не встретимся, не увидимся, либо это в принципе невозможно. Может быть, вам даже сказали, что человек погиб. Вот. Но вижу, что встреча будет. И человек приходит к вам. К вам. Вот он находится и к вам приходит. Так, а здесь у вас как дирижабль выходит. Летит справа налево. Причем быстро летит. Путешествия, поездки делового характера. Причем как-то перемещаться вы будете и быстрее, чем на воздушном шаре. И как-то более комфортно, что ли, получается. То есть вы еще по миру поездите. По миру, по странам, по городам. Вот здесь и как деловые поездки могут быть, так и поездки, вот, отдых, развлечения, там, культурные какие-то туры. Как-то комфортно будете ездить и быстро будете передвигаться. Комфортно и быстро. Вот как-то так у вас идет. А может быть, речь идет о, например, возможности там не заморачиваться с визами. Что-то в таком ключе. Много путешествий по миру быстро и комфортно. Вот так идет. Здесь у меня человек вырастет огромную пальму, как экзотическое дерево. Смотрите, если речь идет о детях, это может быть, да, потому что дети — это цветы жизни, мы их растим. Дети медленно растут, так же, как и, например, некоторые деревья. Ну, такое себе сравнение, я понимаю, но тем не менее. Если речь идет о детях, то вашим детям суждено как-то вот прям отличиться своими результатами, отличиться тем, кем они станут в жизни. То есть у ваших подруг, ну, дети все такие, ну, как обычные, там, заурядных профессий, а ваши будут прям очень крутыми и станут объектом как зависти в вашу сторону, что вам завидовать станут, что у вас такие вот крутые дети, таких высот добились, либо таких должностей добились. Вот в таком ключе. Дерево также может означать дело, работу. То вы превзойдете сами себя. И вижу, что не будет вам равных, соответственно, не будет конкуренции. И вы вот прям там на Олимпе, вы среди небожителей, грубо говоря, тоже будут завидовать. Но зависть тут идет и белая, и черная. То есть белая зависть, когда люди смотрят, восхищаются.
Ну и по-доброму завидуют, что вот какая же она молодец, какой же он умный, да, добился такого. Ну а черная тут и объяснять не надо, да. Черная, она вообще повсеместна. Даже когда все плохо, все равно люди завидуют. Так, считают, что у вас не так плохо, как у них. Добиться, реализоваться, прям развернуться на полную. И еще такими моментами часто показывают семьи. Вот не зря я сказала, что у кого-то муж будет иностранец. То есть экзотика. Человек не похож на вас. Другой национальности, другой расы, культуры, религии. И также, мои хорошие, может быть и традиционная семья, да, когда муж такой же, как и вы, но у вас семейный устрой, он будет экзотичный, да, экзотический по отношению к тем, кто рядом с вами. Ну, допустим, классика, там, где вы живете, что там муж главный, жена там типа при нем. А у вас будет все наоборот. Жена главная, а муж при ней. То есть в таком ключе информация. Но вы за этим деревом ухаживаете, любуетесь, пылиночки с него сдуваете. То есть вам очень понравится то, каким вырастет ваше дерево. Сами вот им восхищаться станете, сами себе завидовать будете. Ну, это не страшно, это хорошо. Видите, здесь у вас кораблик. Кораблик под парусом. Это очень хороший знак. Кто-то важный и нужный в вашей жизни появится. Вот к вам приедет, приплывет. Знакомство состоится с очень хорошим судьбоносным ключевым человеком. Но опять же, у кого-то это будущий там, партнер, супруг, супруга, но у кого-то друг подруга, либо надежный, добрый человек, кому вы будете всецело доверять, который никогда не предаст, не обманет и всячески будет вам, например, помогать. Человек приезжий мне идет. Приезжий откуда-то едет в вашу сторону. Но парус говорит о том, что этот человек станет ключевым в вашей жизни. Так, здесь у меня слон на задних лапах стоит, и у него невероятно длинный хобот. Хобот сначала идет вверх, а потом, ну вот прямая получается. И, кстати, упирается в дерево. Слон – это здоровье, это стабильность, это материальное благополучие. Крутой подъем к тому, чего вы хотите, и потом такое долгое ровное плато. То есть вы не только добьетесь, вы еще и укрепитесь в этом положении. Вы сами себя обеспечите вот этой стабильностью, вот этим благосостоянием. И это прям долгую идет, в долгую. Дерево упирается. Скорее всего, еще и вашим там детям, внукам, правнукам достанется. Все благодаря вам. Благодаря тому, что именно вы сделали этот скачок, этот рывок вперед. Да, поднялись буквально по вертикальной стене. Там, где другие падают, либо вообще боятся подходить, вы вот прям сжали губы, собрали волю в кулак и осилили эту вертикальную стену. И своего в жизни добились. Так, здесь у меня люди дерутся. На кулаках дерутся, а у вас в руках плеть. И вы этой плетью можете всех засечь. Это хороший знак. Это инструмент, который вам поможет в борьбе с неадекватными, глупыми, агрессивными и завистливыми людьми. То есть будь то конкуренция, будь то просто идиоты, которые вас окружают, будь то недалекого ума люди, которые, вот знаете, вот агрессивные, кроме агрессии ничего не знают, а либо только глоткой умеют добиваться своего. Инструмент. Это не значит, что вы там плетку себе купите и будете ходить всех сечь. Нет. Инструмент это может быть и навык. Навык отбивать нападки врагов, навык успокаивать людей, навык избегать каких-то конфликтных ситуаций. Ну и также может быть какая-то техника, да, будете владеть. Ну, у кого-то даже может быть и техника воздействия, техника гипноза, техника усмирения буйных. Вот вижу, что все на кулаках, а у вас есть плеть. И вы на куче этих дерущихся людей сверху сидите. То есть не будет вам равных, не будет тех, кто может быть там сильнее, либо может вас ударить. Вот как-то так идет. Так. И еще здесь чудо показывают с левой стороны. Чудо, которого вы не ждете, на которое не надеетесь и в которое верить не будете. Может быть, вы в принципе в чудеса не верите. Но именно чудо вы своими глазами увидите, либо чудо произойдет в вашей жизни. И знаете, как то ли беду от вас чудесным образом отведут, то ли чудесным образом вашу просьбу исполнят. Но вот чудо в вашей жизни точно быть. У кого-то отыграется, что не одно чудо будет, а у кого-то прям одно, но настолько вот серьезное, прям
на всей вашей жизни отыграется, да, и вам больше другие чудеса не понадобятся. Но что-то такое произойдет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.